Сказала мать: бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти. Была такая замечательная песня Марка Фраткина на стихи Льва Ашанина. Очень красиво ее пела Людмила Зыкина. Но той Волги, о которой поется в этой песне, больше нет. Сейчас она звучала бы по-другому, где-то вот так. Сказала мать: бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути, не вздумай в Волгу, сыночка, зайти. Это вредно для здоровья. Не смешно, но верно, потому что Волги, как реки, больше нет. Есть большое, грязное, зеленовато-бурое озеро, которое варварским к ней отношением превратили в сточную канаву. Мою любимую великую реку ежегодно насилуют ответственные лица, отвечающие у нас за водные ресурсы. И мое сердце обливается кровью, когда я каждый день выхожу на берег и вижу, что ей становится только хуже. Диляра Юсупова посетила Волжские берега и прошлась пешком там, где недавно ходили корабли. Камское море – одно из любимых мест отдыхающих в Татарстане. То, как выглядит этот пляж сейчас, даже вот рассказывать не нужно, потому что это видно невооруженным глазом. Вы видите сами эту границу между сухой территорией и той частью, которая когда-то была заполнена водой. Насколько обмелела река не только в длину, но и в глубину мы даже, наверное, не сможем измерить шагами. Это примерно 50 метров. Лиза, ты заметила то, что вода ушла вверх? Да. Заметила? Рома? Я сам увидел. Вот. Получается, что да, воды было больше. Вот если буйки посмотреть, до буйков была вода. И сегодня я проснулся, я рано встал, где-то, наверное, в 5 утра. И смотрю, ну, воды нет. И штиль, вообще штиль. Вот смотрите, как вода ушла. То есть она не только в длину ушла, но и в глубину ушла. Это же получается, что и рыба пропадает, тоже ее меньше становится. То есть это тоже может стать какой-то проблемой. В этом году очень сильно ушла. Как бы ее нету сейчас, да, вот она, на глаза прям уходит вода. Ну, это очень плохо, конечно, но с другой стороны, это нам не мешает ничего. Другой берег не видно пока, и ладно. Реальность, где будет виден другой берег, быть может, пока и не реальность. Пока. Привычный городской пейзаж с раскинувшейся рекой теперь напоминает испещренное лужами поле. По берегам теперь гоняют на колесах, глубина здесь не больше, чем в луже. Летние пляжи и вовсе не узнать. Люди купаются, но будто на берегу, по дну можно ходить пешком. Вот это сине-зеленые водоросли. Вот это как раз при антропогенном эвтрофировании, то, что мы с вами наблюдаем, это сине-зеленые водоросли. А вот это зеленые водоросли, клеодофора, которые тоже, кстати, вот это тоже показатель антропогенного эвтрофирования. То есть и то, и другое это показатель эвтрофирования. Вот это вот сейчас просто прибило сюда, вот, а часть, вот видите, в растворенном состоянии тоже зеленые, сине-зеленые. Ну вот это вот очень нехороший показатель. Вот. Это говорит о том, что здесь имеет место увеличение концентрации биогенных веществ, которые приводят вот к процессу цветения. Характерный цвет неоновый зеленый, переходящий в синий по всему берегу. Это тоже последствия обмеления. Мы все дальше отходим от суши, но так и не попадаем на глубину, а все больше прогуливаемся по островкам. Дети даже успели выстроить песчаные конструкции, а нам навстречу попадаются такие же, ходящие по воде. Чудеса, да и только. В белом венчике из роз бредет Иисус Христос. Господу помолимся. Господи, помилуй. Вот это прекрасные очистители, да, вот это молодая беззубка, а это вот взрослая дрейсена. Они очень ценны в плане самоочищения, потому что каждый из этих организмов чистит 2 литра воды в сутки, будучи живым.
Одна из причин – жаркое лето. Обмеление было всегда, но теперь оно сместилось на месяц назад. Сам август подобен июлю в этом году. В условиях засухи страдают рыбы и моллюски. Лещ, судак, щука могут погибнуть. Похожая ситуация наблюдалась в 2017 году. Велик риск и для будущего потомства. При низком уровне рыбе просто негде будет метать икру. За лето 2023 года выпало всего 67 миллиметров осадков, в то время как в норме это количество должно быть около 180 миллиметров. Стоит отметить также, что в этом году, несмотря на то, что снега было в количестве близком к норме, однако лето в этом году пришло несколько раньше, и лето было действительно аномально теплым, что способствовало интенсивному испарению. Таким образом, это также сказалось и на стоке воды в реке. Лодочные станции теперь больше напоминают кладбище кораблей. Где-то маленькие лодки лежат на боку. Уровень воды в реке понизился примерно на 2 метра. Передвигаться на судах можно. Яхтсмены продолжают выходить на большую воду и тренироваться, но с обмелением появились свои нюансы. Вот эта неприятность заключается в том, что мало мы находимся на воде, у нас еще лодки приходится поднимать. Вот, и, соответственно, низкий уровень воды уже не позволяет либо стоять в тех маринах, которые уже есть. Вот яхт-клубы не все позволяют по глубинам оставаться в настоящее время на месте. И поэтому кто-то уже начинает подъем. То есть то, что мы делали где-то в конце сентября, вот сейчас мы делаем в конце августа. Вот здесь вода подходит весной до границ вот этих кустов. А здесь вот уже, смотрите, люди, дети по колено в воде, чуть не посередине данного пролива. Но только лишь жаркое лето всему виной. Конечно, жара не может полностью высушить Волгу, однако с легкостью может это сделать с маленькими речушками, которые впадают в Казанку, а затем и в главную водную артерию страны. Что происходит на самом деле? Происходит не обмеление Волги, а снижение уровня Куйбышевского водохранилища от проектной отметки, которая при создании водохранилища была 53 абсолютных метра, а сейчас 51. Уровень воды в Волге напрямую зависит от водовместилища, поскольку она находится в подпорье. В настоящее время расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища составляют 5000 кубических метров в секунду. При этом приток составляет 4000 кубических метров в секунду. Из-за этой разницы происходит снижение уровня водохранилища порядка 1,5-2 сантиметра в сутки. Большие объемы воды необходимы в Астраханской области, но каковы объемы и как часто? Режим работы Куйбышевского водохранилища устанавливается Росводресурсами. Министерство экологии Татарстана уже бьет тревогу. Воду, конечно, сливают всегда, но вопрос, до какого уровня? Пока это не критическая отметка по ГОСТу, но критическая для экосистемы. А есть еще такое понятие, как форсированный подпорный уровень и уровень мертвого объема. Вот уровень мертвого объема – это то, ниже чего спускать нельзя, это 49 метров. Поэтому вот с этой точки зрения это не критично, с этой точки зрения. А вот с точки зрения состояния экосистемы, качества воды, то, конечно, это приводит к определенному роду ухудшениям. То есть, когда снижается концентрация воды, соответственно, снижается уровень воды, соответственно, увеличивается концентрация загрязняющих веществ. Сейчас площадь высохшей территории измеряется сотнями гектаров. Чтобы сохранить в республике уровень Волги на прежней отметке, в сентябре на совещании межведомственной рабочей группы рассмотрят предложение экологов Татарстана сократить расходы до 4000 кубометров. Предложение поддержали другие регионы, граничащие с водохранилищем. Однако решения принято пока не было. Пока же ученым остается внимательно следить за Куйбышевским водохранилищем и надеяться на снежную зиму. Если же осадков будет мало, то на возрождение волжской экосистемы может понадобиться не один год. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.